И мы передаем слово Василию Климовичу Павлову, ректору Малой академии наук, доктору философии. Пожалуйста. Спасибо. У меня презентация, пожалуйста. Несколько слайдов всего. Пожалуйста, покажите первый слайд. Следующий. Следующий слайд. Ну, я вот хотел как раз связать две основные даты, да, о которых мы говорим. Это, во-первых, то, что связано с Академией наук, ну и как раз с днем рождения, значит, не с днем рождения, а вот именно датой, да, 300-летия рождения, со дня рождения или юбилеем Канта. Ну, вся история нашей такой вот связи с Европой начинается с Петра Великого. Замечательный такой, значит, немецкий портрет, называется Geschichte портрет, это исторический портрет, значит, Петра Великого. Очень красиво и интересно написано следующие вещи там, да, так сказать. Написано, что он царь, потом написано следующее, что он зиммерман, это столяр, и третье, что он написано, что он фальтернех. Это, получается, человек, который занимается допросами путем мучения людей, да, то есть мучитель. Да? Естественно, это наш великий царь Питер дер Гроссе, как он сам любил себя также и величал. Сказано также, написано здесь, что он был европейским миссионером и российским деспотом. Действительно, уникальная роль Петра заключается в том, что он, как мы знаем, открыл окно в Европу. На самом-то деле Россия вернулась на лоно европейской действительности, реальности, науки, скажем так, именно благодаря великому Петру после 4 столетий отсутствия, активного отсутствия в европейских делах. И действительно первым городом, научным центром, куда приехал Петр I, это был Кёнигсберг. Тогда это была действительно великая научная столица Европы. Европа была разделена на огромное количество небольших царств, королевств и бесконечное количество всяких там принципалитей, княжеств и прочее. И научных центров было не так много, но были страшные войны в Европе, которые всегда происходили. Столетняя война, потом 30-летняя война северная, страшные войны. И единственная страна, которая на самом деле в северной части Европы не была затянута в эту войну, это была Пруссия. И благодаря этому факту университет Кёнигсберга стал одним из самых важных и влиятельных университетов, куда потянулись известнейшие ученые. Много студентов поехали туда учиться со всей Европы. Это был очень популярный университет. Называли его Альбертина. И туда люди стремились ехать туда учиться. И Петр I открыл туда действительно дорогу. После этого просто труппами, отрядами, как военные, приходили туда наши российские элиты, да, управленческие элиты, значит, разные теории, камералистики, теории управления государством. Все это отрабатывалось в стенах данного университета. И это действительно огромная роль тому, что у нас произошло, управление нашей страной, это все, значит, благодаря взаимодействию ученых, теоретиков, специалистов в университете Кёнигсберга, которые давали очень большие, как раз и интересные свои идеи нашим управленцам. И тут я еще замечу очень хороший факт, как 15-летний Кирилл Разумовский, очень красивый молодой человек, которого взяли прямо в Черниговщине в поле с рубашкой большой, который остался от его отца, привезли его брату в Санкт-Петербург и потом отправили 15-летнего в Кёнигсберг учиться. И потом его вернули обратно 18-летним и назначили его президентом Российской академии наук. И он был одним из самых выдающихся президентов Императорской академии. Надо об этом сказать. И тут же сразу, да, кстати, напомню, что в Германии, когда в разных германских государствах, да, кстати, был огромный интерес к нашей стране, к России. Это был гигант, который поднимался, да, кстати, свою голову поднимал после огромной и долгой спячки. И появление Петра, хотя он был инкогнито, но вся Европа уже знала, это в 1697 году он появился в Пруссии.
Хотя его интерес был другой, он канонирством занимался, да, кстати, с Фридрихсгардского дворца он, значит, стрелял там из пушек и получил первую свою грамоту, да, сертификат, диплом типа образования, чему он был очень рад. Но этот факт сразу же привел такой вот шум, интерес огромный среди элит научных. И тут мы сразу вспоминаем нашего знаменитого Лейбница. Да, вы видите его портрет Лейбница, это был, наверное, один из самых последних европейских великих гениев полиматцев, гениев, которые известны во всех направлениях. Да, кстати, вот этот человек, он был универсалистом и видел, что мир может быть огромным, удивительным местом, где Азия, он еще виды имел на Китай. Он писал очень интересный журнал про развитие Китая и будущее Китая. И он думал, что Европа может объединить свои силы с Китаем и вместе развиваться для блага человечества, но при этом основным мостом должна стать Россия. И потом он увидел еще другую вещь, да, так сказать, что благодаря деспотизму, невероятной силе, да, так сказать, и мощи царя, он может преобразовать свою страну в инновационное государство. И он написал идею, что можно вести науку как основной инструмент развития государства. Быть инноватором невероятной силы. Дело в том, что он думал, что в германских маленьких княжествах это невозможно. Потому что никто не имеет столько силы и власти, как русский царь. Только русский царь может это сделать. И эту идею он написал в нескольких письмах, отправленных царю. Кстати, очень есть интересные моменты, да, которые, когда он писал город, где жили большинство его друзей в Нижней Саксонии, город называется Вольфенбюльнен, где он был библиотекарем у герцога Альберта, значит, долгое время, и у него много друзей оттуда, да, кстати, он там писал, насколько много надежд он возлагает на этот деспотический режим, чтобы преобразовать его как самую передовую научную страну мира. И с этой идеей он обратился к нему, и действительно он встретился с царем не один раз, а несколько раз. И самое интересное, буквально в очень старом возрасте он с ним даже в маленьком своем родном городе, да, кстати, рядом с Ганновером, он пригласил царя в свою деревню, и они жили в одной комнате несколько недель, обсуждая вопросы о том, как преобразовать Россию. И его главное предложение было создать Академию наук, как один из первых шагов преобразования России, что и было сделано. Поэтому мы должны благодарить великого Лейбница, который помог и дал свою великую идею. И вот как раз замечательная книга Лейбница и Петр Великий, значит, издана в 1947 году. Очень хорошая книга, она в электронном виде есть, можно ее прочитать. Да? И еще, значит, карта, я там показал карту внизу, это карта завоеваний Петра. Да? Он действительно создал гигантскую Евразийскую империю. Что назвал Лейбниц в своих письмах? Да? Он назвал, и это еще назвал в своем письме Россию табула раса. Белый лист бумаги, который можно изменить. Дело в том, что в Европе создавались мощные институты науки и прочее, но это как дворцы старые. Они все время там ремонтировались, что-то добавлялось и прочее, и они плохо работают. А в России можно все создать заново и абсолютно современными методами. Оно будет работать абсолютно феноменально. Вот о чем он написал, да, что можно на этой белой бумаге что-то создать. Потом он сказал, что Россия это terra incognita, страна неизвестная, которую надо изучать. И особенно его привлекала Сибирь. Вот, говорит, там какие-то зарытые невероятные богатства и сила. Вот туда надо ехать. И вот он предложил нескольким своим ученикам, среди которых был Кристиан Вольф, очень известный и замечательнейший, на самом-то деле, титан философии. Титан философии, который стал учителем для Иммануэла Канта, всех остальных немецких философов эпохи Возрождения, эпохи Просвещения. Да? И я скажу, что, например, его самый лучший ученик Кристиана Вольфа, Мартин Кнутсен, стал личным преподавателем Иммануэля Канта.
Как раз идея Мартина Кнутсена, который стал профессором Кёнигсбергского университета, и он жил оттуда, не выезжал никуда, он долгий. Он сказал, действительно, если вы хотите что-то изучать, да, вы должны, во-первых, покорить свое время. Время можно покорить только путем исключительного режима. И только тогда можно путем систематического упражнения добиться раскрытия своего потенциала, умственного потенциала. И вот эту идею себе взял как раз Иммануил Кант, и поэтому он никуда и не выезжал. Это идея великого своего учителя, который стал профессором 21 год, он 10 лет старше был Иммануила Канта, но умер 37 лет из-за того, что он был невероятно работоспособным человеком, и он просто загнал себя, работая до изнемождения. Ну и при этом он был невероятно богатый человек, который, значит, и стал таким, дал много возможностей Иммануилу Канту заниматься еще и наукой. Следующий слайд. Здесь я хочу рассказать про 300 лет, как наука появилась в России и особенно в Якутии. 300 лет тому назад как раз по, значит, протекции, по возможности, которые дал Лейбниц, Петр I отправил первого исследователя в Сибирь. Его звали Даниэл Готлиб Мессершмитт. Да, его путешествие началось действительно очень сложное время, как вы понимаете. Да, кстати, он очень медленно и долго шел, с 18 года, 1718 году. И он в 24 году оказался в Якутии. И он тогда и написал, я нахожусь, он говорит, губернаторство Якутии. Да, кстати. И он оказался там, где вот сейчас, значит, Мирнинский район, Сунтарский улус, обнаружил там Венерин башмачок, вот он нарисовал его, да, так сказать. Потом он спустился дальше, и по лени он на собаках, значит, собачью упряжку, он где-то нашел такую возможность, да, так сказать, ехал по льду зимой, да, так сказать, в очень сложных условиях, и описал много интересного в культуре якутско-ведии. Это первое реальное описание ученого о якутских людях, о народе Саха, первое описание языка. Да, он знаменитые свои 42 слова якутского, да, кстати, там описал. Потом какие-то культурные вещи с собой привез, да, что-то от шаманов, что-то от местных красавиц, которого он сумел обменять. Что самое интересное. До него единственный человек, который писал о якутском народе, о народе Саха, это был Витсен, человек, который никогда не был в Сибири, даже в России, жил в Амстердаме и написал книгу, да, собирая какие-то источники, в основном слухи. Да? А тут реальный человек, который был первым исследователем, и это произошло ровно 300 лет тому назад. Выпущена замечательная книга, которая находится в электронном варианте. Вот Даниэл Мессершмитт, Готлиб Мессершмитт, его, значит, время, да, так сказать, вот как он родился. На самом деле это книга его путешествий по Сибири. Его можно в электронном виде скачать и прочитать. Написано на современном немецком языке, потому что он тогда писал на местном диалекте немецком, очень сложно читать, но сейчас переведенное на немецкий язык, оно фантастически легко читается, и всем рекомендую это сделать. По-немецки, да. Ну, немецкий на самом деле достаточно легкий язык для изучения, если честно, потому что это не английский. Да? Английский каждый раз вы изучаете и становится все сложнее и сложнее, а немецкий все легче и легче. Следующий, последний слайд. Да, и английский, как говорится, сейчас язык науки, да, но раньше языком науки был немецкий. Да? И как мой дедушка говорил, он даже не знает немецкого, что он делает в науке. А моя бабушка тогда говорила, почему он и поступил в университет, он даже не знает французского. Люди старого образования. И вот как раз здесь, да, кстати, тоже интересный факт. Значит, я хотел тут показать человека по имени Джорджи. Его, значит, Георгий. Его на самом деле имя было другое, да, Йохан Готлиб Джорджи. Он был академиком Российской академии наук, значит, тоже ученик, значит, Кнутсена, Мартина Кнутсена, вообще большой последователь вольфианец, да, кстати, Кристиана Вольфа, абсолютный поклонник, значит, получил
получается, Иммануэля Канта. И вот он, будучи академиком, предложил Российской академии наук принять в качестве членов академиков Иммануэля Канта. И это произошло очень замечательное, интересное время, да, так сказать, и в то время мы, совпадая с днем смерти, когда отрубили голову Робеспьеру. Да, так сказать. И это очень даже знаково, потому что в своем, значит, заявлении, да, кстати, было сказано, что идеи философские способствуют тому, чтобы мы смогли освободиться и сохраниться в мире полном хаоса. Да, кстати, дело в том, что идея сохранения как раз морального долга человека, да, кстати, его обязанностей является абсолютным категорическим императивом. И любая власть, она должна быть уважаемой. Да, так сказать. И вот эта идея очень понравилась тогда, значит, уже в последние времена Екатерины Великой и последующем Павла I, который взял это на вооружение полностью. И поэтому российский тоталитаризм, он возымел большую поддержку философии Иммануэла Канта, поэтому я считаю, что Иммануэл Кант — это очень русский философ, наш в корне. Ну, естественно, книги, которые написаны Джорджи, это очень интересная книга, которая называется «О народах, о российском государстве, о житейских обрядах, обыкновениях, одежде, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достоинств». Да, ее тоже можно прочитать, найти замечательная книга, да, всем рекомендую. Но что касается Канта действительно можно читать и очень долго, потому что он так много всего написал и много чего оставил, естественно, да, так сказать. Конечно, критика состоит в том, что мы действительно несовершенны. Человек несовершенен в познании мира. Мы познаем мир именно и видим его в силу своих дефицитов, своего неумения понять то, что мы видим, да, так сказать. Человек не может все понять и описать действительно, потому что он видит мир в силу своей ограниченности. Об этом пишет Кант. И пытается найти инструменты, как это все исследовать и прочее. Но у него, дело в том, что он жил в Германии, в которой не было настоящей хорошей экономики. В то время это было очень довольно отсталые сельскохозяйственные государства. Единственная страна, которая бурлила в то время, это индустриальная, сильная Великобритания, да, так сказать, где люди реально делали, значит, огромный прогресс в сторону развития капитализма и прочее. Поэтому, если мы говорим о моральных вещах, да, так сказать, о морали, об этике и прочее, то нужно читать также и работы других авторов, да, так сказать, Локка, например, да, так сказать, известных шотландских философов, которые есть, да, так сказать, и Смита надо обязательно читать, да, так сказать, о моральном капитализме и прочее. Дело в том, что действительно наша философия исходит из того, что мы делаем, поэтому я и говорю, да, так сказать, «Sein heißt tun» — это единственная основная фраза, которую сказал в свое время Иммануэль Кант, да, так сказать, то, что я делаю, да, так сказать, тем я и живу, да, так сказать, вот на самом-то деле это определяет все. И он был абсолютно в этом прав. Спасибо. Да. Спасибо большое, Василий Климович, как всегда, очень интересно, очень много фактов. Будут ли вопросы? Вопросы? Ну, я хочу сказать чуть-чуть, да, так сказать, о том, что мы с Калининградом очень активно сотрудничаем, мы очень благодарны нескольким хорошим школам, которые там есть, да, так сказать. Это как раз школа, которая находится рядом с ботаническим садом, лицей, замечательнейший, да, так сказать, господин Голан, наш самый добрый и хороший друг, он приедет к нам буквально на днях, чтобы провести у нас конкурс «Умники и умницы», замечательный конкурс, который мы благодаря Гуману проводим здесь, у нас в нашем телевидении. Также, значит, у нас сотрудничество по космическим темам прямо в центре Калининграда. Там есть знаменитый такой холм, называется Батеберг. Да? Батеберг — это холм, масляной холм, где ставил свой круглый стол
Иммануэль Кант и проводил свои беседы, которые люди участвовали, платили ему деньги, естественно, это в основном русские люди были из России, разные известные философы или просто люди, которые хотели получить образование и прочее, и с ним беседовали. Это был один из хороших моментов заработка Иммануила Канта. Да, так сказать, участвовали очень известные. И утверждается, что Карамзин там был и прочее, много известных людей. Ну и также в конце жизни, на самом-то деле, Кант был довольно состоятельным человеком, очень уважаемым. 82-86 год он был ректором Альбертина, своего любимого университета. Он был очень почитаемым и известным человеком. И на самом-то деле после войны действительно у нас в Калининграде, это получается, все старые немецкие памятники исчезли, но Канта стоит, потому что его уважают, и он действительно наш русский, российский философ. Спасибо большое. Василий Климович, может быть, вы расскажете о своем детище, о Малой академии наук? Малая академия наук, как раз, да, так сказать, она у нас появилась в 1999 году по инициативе Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, Михаила Ефимовича Николаева, я как сказал, да, так сказать, это абсолютно выдающийся и невероятно продвинутый, прогрессивный человек, который, кстати, очень почитал Иммануила Канта, у него несколько вот таких замечательных книг было, да, так сказать, и наша академия, она как раз работает с одаренными детьми, которых мы считаем являются все дети. Да, если человек себя считает одаренным, то он действительно одаренный, да, так сказать. Мы в этом абсолютно уверены, потому что у нас абсолютные троечники проявляют себя таким образом, что поступают самые замечательные, лучшие университеты нашей страны, показывая свои замечательные таланты по инженерии, по науке и прочее. Дело в том, что человек не может же всегда показывать, да, все время быть отличником и прочее, но человек может рисковать, и риски – это основа научной деятельности. Да. Если вы не рискуете, вы не идете вперед, то вы ничего не сможете найти и открыть. В этом самая важная часть, да, так сказать, нашей деятельности. И наша академия, она очень активно сотрудничает с многими школами. Школа будущего, замечательная школа в Калининграде, да, так сказать, мы с ней очень активно. Также мы работаем с РОДом, да, так сказать, Центром развития одаренных детей Калининградской области. Замечательный просто центр, да, кстати, который находится в деревне поселке Ушакова. Здорово. Спасибо. Саина вопрос хочет задать, да? Сыроватская Саина, пожалуйста. Здравствуйте. Приветствую. У меня вопрос. Какие науки стали основными в период Петра I? Петр I любил науки военные. И все, что связано с, как говорится, военной деятельностью, картография, да, так сказать, значит, все, что связано с баллистикой, инженерные темы, как взять города, как проводить там военные операции и прочее, это действительно то, что волновало нашего великого, значит, царя. Спасибо большое. Будут еще вопросы? Да. Так. Иванов Саян, пожалуйста. Здравствуйте. Имеется вопрос по поводу Малой академии наук. Вот какие-то проекты планируются? Просто я в мае был уже и немало раз, на самом деле, место довольно замечательное. Да, каждое лето мы проводим, значит, так называемые исследовательские школы, да, и это очень хорошие проекты. Приглашаем обязательно ребят самим лично участвовать в проектной деятельности, то есть это фактически заниматься экспресс-наукой, и это все те, значит, проекты, которые имеют так называемый open-ended, да, проекты, то есть с открытым концом, то есть мы не знаем, какой результат будет, и это важно, потому что мы должны всегда фактор риска, неизведанности там ставить, да, а потом его защищать перед известными экспертами и прочее. И тогда человек как раз
становится настоящим исследователем, да, ну, не становится, а усиливает свои такие способности исследовательские. На самом-то деле мы все исследователи, да, когда ребенок рождается, он начинает исследовать окружающий мир. Потом мы его говорим, не исследуй это, да, так сказать, сиди там, да, строго учи по учебнику, и таким образом мы, как говорится, завершаем его исследовательскую карьеру. А мы пытаемся, чтобы эта карьера как раз возобновилась, да, так сказать. У вас все это есть уже заданное природой. Спасибо большое.